Рядом с информационными баннерами таблица умножения и алфавит. Все дело в том, что самая высокая точка избирательного участка находится в единственной школе сельского поселения Байни. Термометрия, обработка рук, гигиенические маски и перчатки, социальная дистанция – все это уже привычный ритуал, и его здесь соблюдают неукоснительно. Заходят по очереди, по-другому нельзя. Свою работу избирательный участок начал, как и полагается, в 8 часов утра. В числе первых избирателей и Амина Куштова. Сегодня я пришла проголосовать, потому что это нам важно. И вот это наше будущее. Вот так вот пришла и проголосовала. Я всем советую прийти и проголосовать. Там 5-минутное дело, время никто не теряет зря. Пусть придут и все проголосуют. Всего за участком закреплено 114 человек. Уже к 2 часам дня явка здесь почти 100%. Как признается председатель участковой избирательной комиссии, все благодаря осознанности жителей и своевременному оповещению. Нормально нахабо, качество резбы. Так, лазер жмдивен хат. Уж лазер что шамаргуй маска масто хам соблюдать дух. Хермза хамдат. В одиночку, семьями или с коллегами люди голосуют активно. Оно и понятно, каждый проявляет свою гражданскую позицию. Ведь сейчас определяется будущее родной республики. Тем более в числе кандидатов в депутаты в Народное собрание и Госдуму много новых лиц. А это не может не радовать избирателей. Новые лица когда нас побольше будет, это очень хорошо. Дальше не соголчение, это больше бусубнаха. Самое главное. Несмотря на то, что самые активные избиратели – пенсионеры, немало на участке и молодежи. Эти ребята, к примеру, участвуют в выборах впервые. Арсамаку Гамботову недавно исполнилось 18. Новоявленный избиратель уверен, что каждый совершеннолетний житель республики должен прийти и проголосовать. Проголосовать. Важно проголосовать. На участке дежурят правоохранительные органы. Чтобы все прошло максимально прозрачно, установлены камеры видеонаблюдения. Свою миссию выполняет и медперсонал. Мы обрабатываем руки пациента, как плача, даем маски, одеваем перчатки. Сидящие мы через 2 часа меняем маски. Потому что через 2 часа каждый надо менять маски. Значит, обрабатывать, Здесь созданы все необходимые условия для комфортного избирательного процесса. Как и положено, развернут медицинский пункт. Но пока он никому не понадобился. Горная часть нашей республики по праву считается здравницей под открытым небом. А для тех, кто пришел проголосовать вместе с ребенком, здесь есть развлекательная комната, в которой есть все необходимое. Поэтому пока мама делает свой выбор, дети могут спокойно порисовать. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.